Это новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции по-прежнему непростая. В столице республики планируется открытие дополнительных коек. С 15 октября закрыта навигация для маломерных судов. Нарушителей ждет административная ответственность. Поэт-песенник и педагог Зоя Гринчук. Расскажем о Нерюнгринской агитбригаде и ее талантливом руководителе. На 17 октября выявлено 134 новых случаев COVID-19, в том числе Якутск 87, Нюрбинский район 6, Булунский, Жиганский, Мирнинский, Усть-Алданский по 4, Алданский, Горный, Миконский, Сунтарский по 3, Намгинский, Верхневилюйский, Тампонский по 2 заболевших, Алаиховский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нерюнгринский, Алекминский, Оленекский, Хангаласский по 1 случаю. Летальных случаев от COVID-19 за сутки 2. Лабораториями республики проведено свыше 5000 исследований на коронавирус. Дополнительные койки для тяжелобольных пациентов с коронавирусом откроют в столице республики. Об этом в ходе прямого радиоэфира сообщила министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Сегодня в Якутске мы дополнительно открываем 30 реанимационных коек для тяжелых больных с коронавирусом. На встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым принято решение о переквалификации коечного фонда вместо его наращивания, сказала она. Также министр добавила, что в столице республики находится свыше 1000 коек. В ближайшее время автобусы городского общественного транспорта оборудуют рециркуляторами. Устройство для начистки воздуха в общественном транспорте необходимо и в сезон подъема ОРВИ, и также особенно при угрозе распространения COVID-19. Когда общественный транспорт Якутска оснастят очистителями воздуха, узнавала наш корреспондент Юлия Михайлова. Входящий в устройство воздух с помощью вентилятора внутри будет обеззараживаться ультрафиолетовыми светодиодами. Рециркулятор для обеззараживания воздуха разработали якутские инноваторы. Выпускать новинку в промышленных объемах готовы на научно-производственном объединении в городе Зеленограде. Ультрафиолетовые светодиоды, они лучше, чем обычные ртутные лампы. Проще в исполнении, вольтаж 12, 24, 5. Не имеют ртутные лампы, безопасные. Уже сейчас в Москве одна из фирм такси закупила у Ростеха портативное устройство для обеззараживания воздуха. Якутское ноу-хау разработано для общественного транспорта. Сейчас аппараты тестируют в нескольких маршрутных автобусах. Будем смотреть, хватает ли кулеров, сколько нужно для объема и так далее. И еще у нас соглашение с лабораторией СВФУ. Будем делать пробы. Разнообразные пробы воздуха, замеры бактериальной обсемененности, органической напряженности и так далее. Ежедневно в Якутске курсирует свыше 600 маршрутных автобусов. Особенно в час пик безопасную дистанцию в 1,5 метра соблюсти не представляется возможным. Тем не менее, горожане оценивают новшество неоднозначно. Я думаю, нужное, наверное. Почему бы и нет? Необходимо, конечно. Делают только для того, чтобы деньги как-то откачать, получить. Да, все, а больше никаких других целей я не вижу. Пока не все водители общественного транспорта ознакомлены с грядущими изменениями. Не знаю. А вообще можно вот так вот, чтобы вы же в первую очередь рискуете? Нет, не нужно, наверное. Почему? Мне ехать надо. На поставку рециркуляторов для общественного транспорта компания «Джерай» заключила соглашение с Союзом авто и мэрией столицы. Стоимость одного такого аппарата – 3700 рублей. Юлия Михайлова, Григорий Охлопков. Новости. Якутск. Председатель Якутского городского профсоюза работников образования Зоя Акаемова обратилась с письмом в Гордуму, в котором предлагает в связи с увеличением числа заболевших ковидом учителей и работников образования перейти в ближайшие дни на дистанционное обучение. Депутаты Гордумы поддержали эту инициативу. Приглашенный председатель Совета директоров школ Якутска, директор 23-й школы Георгий Афонский рассказал, что в их коллективе многие учителя заболели и, к примеру, некому вести уроки
носителе русского языка, поэтому ситуация тяжелая. Республиканскому оперативному штабу по борьбе с ковидом рекомендовано до наступления каникул всем школам Якутска полностью перейти на дистанционное обучение, чтобы сбить рост заболевания. 15 октября закрылась навигация для маломерных судов. Межсезонье – это всегда самое трудное время для жителей заречных населенных пунктов Ленского района. Это Натора и Ярославский. В период навигации жители этого села добираются до райцентра с помощью лодок и Полесья, которая делает остановку напротив села по пути в Пелиду и Витим. Где-то 1,5 месяца жители заречных сел не смогут выбраться в Ленск. На этот период они запасаются необходимыми продуктами и лекарствами, но всего предусмотреть нельзя. К тому же в Ярославском нет даже фельдшера, а в ближайшее время закроется единственный продуктовый магазин. Такая ситуация складывается, что действительно в селе возраст пенсионный весь, и люди, конечно, нуждаются часто в медицинской помощи. Ну, погоде об этом не скажешь ничего. Погода делает свое. Я не врач, не имею медицинского образования, ну и сам чуть ли не устанавливаешь диагноз, что с врачами, конечно, созваниваешься, говоришь, что какие симптомы, и уже на основании этого вызываем санавиацию. Нас предупредил индивидуальный предприниматель, что не актуально содержать магазин, и будем выходить на район, разговаривать, может, кого-то все-таки удастся привлечь. Ленаводсервис продолжает осуществлять пассажирские перевозки по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск. Как сейчас обстоят дела на переправе реки Лена в Нижнем Бестяхе, расскажут мои коллеги. Стану туда, уезжай! Сроки закрытия движения водных такси точно неизвестны. Маломерные суда продолжают курсировать по маршруту Нижний Бестях-Якутск. Как говорят мотористы, погода позволяет выполнять рейсы. Шугоход на реке Лена пока не наблюдается. А на берегу снежный покров, гололед. Самое нехорошее время для пассажиров. Ну, неудобно то, что подъемы, да, неудобно, скользко. Первый причал в Нижнем Бестяхе находится под горой, и поэтому в этот период времени подниматься и спускаться с тяжелыми багажами и маленькими детьми особенно сложно. Береговой работник Владимир Воронин здесь работает уже много лет. Он помогает транзитам сесть в моторную лодку, встречает и провожает, сооружает своей кувалдой искусственную лестницу. Вот лестница примерно выглядит вот так вот. Там люди не говорят скользко. Вот Да сейчас, говорят, а что делать-то? Где что мы делаем, зачищаем, каждое утро приходим, чистим, убираем. С природой не поспоришь, ничего не берет, вот кувалды здесь лупишь, вот эти вот ступеньки выбиваешься. Когда закрывают въезд на основную стоянку, для легковых машин становится еще труднее спускаться вниз. А шлагбаум ставят, когда большегрузы начинают возить с этого места песок для отсыпки скользких дорог. КамАЗы, потому что работают, грузят погрузчик, песок грузит. И надолго это закрывается? Как? Освобождает до вечера. На данный момент перевозку осуществляет 20 катеров «Волжанки». Цена на проезд не изменилась – 500 рублей. Масочный режим соблюдается, без масок не садят в такси. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. В связи с ледообразованием на водоемах республики спасатели службы спасения Якутии проводят профилактические рейды. Первый лед до наступления устойчивых морозов непрочен и обманчив. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Как правило, жертвой тонкого льда чаще оказываются рыбаки, автолюбители, граждане, пытающиеся сократить путь по затянутому тонким льдом водоему, и дети. Также одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Люди в подобном состоянии неадекватно реагируют на опасность и в случае нештатной ситуации становятся беспомощными.
А День матери в Якутске отмечается каждое 3-е воскресенье октября. В этом году он выпадает на 18 октября. Праздник был учрежден по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году. Сегодня в Якутске пройдет торжественная церемония возложения руководством республики цветов к памятнику матери. В течение месячника, посвященного Дню матери, состоятся онлайн-выставки, экскурсии, мастер-классы, круглые столы, акции, фотоконкурсы, онлайн-турниры по шахматам среди девочек и женщин, акции здоровья в медицинских учреждениях республики. Агитбригада «Комсомольский огонек». Ни один коллектив в Нерюнгри не воспевает так свою малую родину, своих земляков, как эти инициативные, молодые, душой веселые девчонки. Наш следующий сюжет об их руководителе, поэте-песеннике и талантливом педагоге Зое Гринчук. Мы пронеслись сквозь годы, наш огонек добра. Живет агитбригада, живет наш стройотряд. К 90-летию комсомола Зою Петровну пригласили исполнить свои песни и подыграть, чтобы создать настроение праздника. Тогда-то и родилась агитбригада, без которой теперь ни один ее участник уже не может себя и представить. Сегодня мы собрались у меня, потому что мы любим здесь собираться. Чаще всего мы у Зои собираемся, но у меня места много. Чай готов всегда. Место есть где потанцевать, посидеть, попеть. Так что я очень люблю, когда ко мне приходят девчата. В 1985 году с мужем Виктором и 2 детьми Ириной и Владимиром Зоя Гуринчук приехала в Енгру работать директором музыкальной школы. Потом семью ждал переезд в поселок Золотинка, где прошли замечательные творческие годы. И, наконец, в 1985 году Нерюнгри распахнул свои объятия для семьи уже из 5 человек, ведь к тому моменту на свет появилась младшая дочь Полина. Чтобы дать возможность детям получить достойное образование, Зоя с мужем открыли небольшой бизнес по проведению праздников. Дорогие друзья, давайте вспомним по куплетику нашей песни. Да, давай. Ребята, я не возбраняю абсолютно никакой выдержки. Ни ударник, ни бас-гитары, ни ваши голоса молодые. Попутно, все больше и больше влюбляясь в город, Зоя писала песни о Нерюнгре, которые и сейчас исполняет агитбригада «Комсомольский огонек». В репертуаре коллектива их более 30. Самая популярная «За Нюрочку» мы нерюнгринцы, город на сопках, Нерюнгри чудо таежное. Все эти песни не просто поются о том, что вот какой город красивый, а я выбираю какие-то такие интересные моменты, которые именно характерны для этого времени и для нашего города. А еще песни для детей и школьников. Всех и не перечесть. Конечный результат, когда песни попадают к слушателю, это коллективная работа всей семьи. Зоя пишет песни, дочь записывает музыку на гитаре, сын делает аранжировки. Дети живут в Москве, и им очень хотелось, чтобы родители были рядом, поэтому однажды позвали их к себе насовсем. Но не прошло и 2 месяцев, как сердце защемило, и мать с отцом вернулись в свой до боли родной город. В этот вечер я пошла в парк и весь вечер ходила и со слезами радовалась тому, что я вернулась в любимый город, в любимый дом. Кормила белок, кормила голубей и была счастлива, встречая знакомых, которые у меня спрашивали: «Вы надолго?» Я сказала: «Навсегда». Сегодня Зоя Гуринчук преподает в детской музыкальной хоровой школе «Соловушка» и уже никуда не уедет от своего коллектива, от родных нерюнгринцев и от этого чуда таежного, так величает она город в одной из песен. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Драма «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова стала обладателем приза зрительских симпатий 18-го кинофестиваля «Меридианы Тихого». Это не первый успех картины. В этом году лента была удостоена гран-при кинофестиваля «Кинотавр», а также награды за лучшую женскую роль и приз имени Данила Дондурея от гильдии киноведов и кинокритиков России. Приз зрительских симпатий на фестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке получила исполнительница главной роли, заслуженная артистка Якутии, этнопевица, солистка Государственного театра эстрады Валентина Романова-Чискырай. К этому часу пока все новости. Берегите себя и обязательно соблюдайте масочный режим.